Инспекторы ГИМС проверили законность частных перевозок Якутск-Нижний Бестях. Рейд прошел в рамках проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий по безопасности на судах. Репортаж Виталия Абрамова. В настоящее время навигация для маломерных судов открыта в 9 районах республики, но в центральной части Якутии частным лицам пока запрещено передвигаться на лодках. Однако речное такси уже вовсю осуществляет перевозки пассажиров между Якутском и Нижним Бестяхом. Правомерность деятельности и безопасность пассажиров в пути проверяет межведомственная комиссия. Буквально первый катер и сразу же нарушение. Перегруз плавсредства. Вместо 8 человек судоводитель взял на борт еще 6 лишних пассажиров. Акт о классификации маломерного судна, выданный Российским речным регистром, в нем прописываются нормы. Также по пассажировместимости тут указано, что пассажировместимость 8 человек. Кроме этого, проверяется наличие спас-жилетов, а также техническое состояние судна. В остальном у владельца катера оказалось все в порядке, но за перегруз составили протокол. Вынесено определение возбуждения административного расследования. В дальнейшем будет составляться протокол постановления. По пути сотрудники ГИМС проводят профилактические беседы с судоводителями и пассажирами. Как только начался ледоход, нерадивые лодочники начали ходить между льдами. Некоторые из них пополнили печальную статистику. Только за этот месяц произошло 8 несчастных случаев. Тела нескольких погибших еще не найдены. С начала охоты на водоплавающую дичь зафиксированы случаи выхода маломерных судов и несчастные случаи в южных, центральных и Вилюйской группе районов. Инспекторы отмечают, что нарушители часто в состоянии опьянения пренебрегают элементарными правилами безопасности и налетают на льдины и топляки. Наталкиваются на такие топляки, что угрожает перевертыванием судна, люди выбрасываются за борт, падают. Поэтому призываем вас быть бдительными, всегда носить на себе спасательные жилеты. Тем самым вы обезопасите и себя, и близких, находящихся в этот момент на отдыхе на лодке. Всего в эту навигацию будут работать порядка 20 судов. По части безопасности перевозчик обещает полную надежность. Детские жилеты обязательно, огнетушитель, кошма и так далее. И, во-вторых, все пассажиры должны быть застрахованы. Каждый имеет вот такие документы. Ценник поднялся на 50 рублей, составил 350. Объясняется все повышением стоимости бензина. Но также будут курсировать и речные трамваи, где стоимость проезда не превышает 300 рублей. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.